История ингушского народа знает немало имен доблестных земляков, которые не пожалели даже жизни, чтобы защитить свое отечество. В роковой день 17 августа 2009 года этот список пополнили еще больше десятка имен. В их числе Хусен Батаев. Старшина вместе с несколькими сослуживцами первым бросился остановить машину смерти. По террористу-смертнику открыли огонь, но было уже поздно. Через полчаса после его отъезда я собирался поехать тоже в Назрань. Выезжал со двора и услышал этот взрыв. Это в селении Далаково. Я сразу стал набирать номер телефона брата. Соответственно, ответа не было. И уже начали поступать мне звонки от разных ребят, что, возможно, Хусен находится, в смысле, среди погибших или в эпицентре взрыва был. Брат Хусена, Магомед, вспоминает о том, что готовится теракт, знали еще за неделю до трагедии. Поступали сводки и ориентировки на «Газель». А сотрудники рассказывают, на том построении как раз давали точное описание машины. Утром Хусен, как всегда, уехал на работу. Уехал, но больше не вернулся. Сак арвах картеш. Тосан цахамат ашклажга машин ашклажга шахамди шозозя. Машин алатова асету сак арвах азру хугвач хамди хажаурс. Этот роковой день для Хусена не был первым испытанием на прочность. У каждого ингуша при упоминании ночи 21 июня 2004 года перед глазами становится еще одна трагедия. Нападение вооруженной группы бандитов на республику, которое унесло десятки жизней, из памяти не сотрется. В этот день Хусен Батаев также со своим сослуживцем оказался в самой гуще событий. Поехал, невзирая на опасность. Героем для всей республики он стал еще, когда спас тяжелораненого сотрудника ОМОНа Чесыгова. Позже он вспоминал: «Ни я, ни мои дети никогда не забудут, что для меня сделал Хусен Батаев. За тот героический подвиг он был удостоен медали за отвагу». Июньские события 2004 года, боль и сострадание к погибшим коллегам оставили в памяти Хусена Батаева нестираемый след, но служба в органах продолжалась. В то время многие его сослуживцы уволились, но Хусен даже не задумывался об этом, вспоминают родственники. Молодой человек поступил на учебу, женился, строил планы, которые воплотить в жизнь он так и не успел. Хусен посмертно удостоен ордена мужества, у него осталось 2 детей. А самое меньшее, чем могут отплатить герою те, кто живут, это память, которую время не сотрет. Тамерлан Хамхоев, Юсуф Гелесханов, Новости 24.